Скажите, ну а потом вот как ваша складывалась жизнь после того, как вот вы ушли из кино, а потом все-таки вернулись вот в Киев, да, и там Это через 2 года. через 2 года, Да. да? И потом все, ушел на 15 лет. Патриарх пока не благословил, вернулся и играть один роль тогда. Так, а какую роль? Вы знаете, как было? Мне звонят из Москвы, приглашают на главную роль Сталина. Я сразу отказался. Что вы, мы сколько искали вас, а что вы не знаете, я уже 15 лет не снимаюсь, тем более в роли Сталина, не собираюсь играть, говорю. Почему? Обиделся почти человек. Мы так искали вас. Ладно, дорогой, я подумал, сейчас скажу по-другому. Я батюшку спрошу, если благословит, я вам завтра скажу ответ. Думаю, никакой батюшка меня не благословит. Сталина, говорит, да. Сразу иду рядом, где я живу, Михаила Тверского церковь. С детства, маленьких лет, я во дворе Михаила Тверского вырос. Русские бабушки ходили, просфоры давали и так далее. Прихожу к батюшке, благословляю, говорит. Я так и удивился. Потом звонит епископ. Давид, это воля Божья, что ты должен играть роль Сталина. Почему, владыка? Я говорю, нет, вот я сейчас пошлю тебе материалы, ты читай сначала, все это прочитай и поймешь. Ну ладно, я прочту. Значит, звонят с Москвы. Ну хорошо, я приеду для пробы. Приехал на пробы в Москве. И те дни наш патриарх прилетел в Москву по делам, по духовным делам. Да, Илья II, святейший. И один епископ в грузинском храме на Большой Грузинской вел к алтарю к святейшему. Я говорю, в юморе немножко, патриарху, что ваше святейшество, меня предлагают играть Сталина, а пока я буду одолеть Гитлера, то этого 5 разных Сталинов должен победить, говорю, то есть актеров, который тоже, нет, он сказал, он покаялся, я благословляю играть этот роль. Второй день звонят, прямо это самое, утвердили на главную роль, в 40 сериях играл этот главную роль. Называется фильм «Stalin.live», на английском конце «live», то есть «Жития Сталина». Вот почему-то вот такое случилось, это было в 2007 году, на НТВ, каждый день показывали вечером эту серию. И русские мне писали так, не знаю, так благодарили, да, вообще, что ты оживил этого человека, все время просто трубка и ходили актеры, говорит. Но мне было все-таки приятно, потому что другой епископ тоже, и 2 епископа посылали разные материалы читать. Я столько всего узнал про Иосифа Виссарионовича, мне стало стыдно, что не знал все этого. Это отдельная история, что такого человека надо хорошо изучать всю историю. Там без плюсов, без минусов нету, конечно, но по плодам узнаваемо дерево. Советский Союз победил, и еще я был в том месте, где митрополиту Горливанских или Караме явился Матерь Божья в Ливане. И явился Матерь Божья, там я снимал, в этом ущелье, где митрополит 3 дня, 3 ночи не пил, не кушал, молился только за Советский Союз, является Матерь Божья, дает план, как Советский Союз должен победить. Эти 3 города нельзя потерять, Ленинград, Сталинград и Москву, облететь с иконой Казанской. Я ту икону снимал там, перед которым он молился там. Потом эту могилу тоже видели там, на границе из Ливана переходишь в Сирию, и там же направо храм, и там же его могила. Потом уже видеокадры, как он приезжает в Советский Союз после войны, и Сталин одарил его Панагия из 15 республик камнями дорогими, каждой республики, знак того, что этот человек своим подвигом
дал Советскому Союзу великую пассив того, что мы послушали Бога, освободили священников из тюрем, значит, послали, что они молились в частях, молебны служили, окропляли солдат и с крестами шли на Кёнигсберг, прямо как говорится, да? То есть вера жила. Даже Живков пишет в мемуарах. Сталин взял меня в свой кабинет, когда он спросил, кто, по-твоему, Теодор, выиграл эту войну? Конечно, ваш гениальный ум. Нет, Теодор, я сейчас покажу, кто выиграл эту войну. Немножко вот так отодвинул занавес, показывает Казанскую икону Божьей Матери, говорит, вот кто выиграл Вторую мировую войну. То есть вот это что? Матерь Божья явилась. И Советский Союз послушал, что надо было, как выиграть до конца эту войну. Сталин это исполнил. Этого не исполнил бы ни Ленин, ни Троцкий, ни Хрущев, да никто на земле, кроме него. Потому что он пятерки получал в Евангелии и разные предметы в семинаре. Память был гениальным. Он не забивал эти предметы, эту веру. Но нельзя было объявлять так сразу. Сразу убили бы. Штирлиц, если начал бы плакать, когда русского солдата в Германии убивали, сразу его тоже схватили бы, да? Он так смотрел на него, как будто, да? Убили русского солдата. То есть, это тайный человек был. Я не буду сейчас об этом много говорить, но во всяком случае, история лежит и очень поносили и царя Николая Святого, и Сталина, да, как будто только мы самые хорошие. Да, получается вот что сейчас. Третью мировую войну начинают эти самые хорошие люди. А Гаврил говорил, я плохого человека на земле не встречал. Да. Вот человек. Вот человек, да. Вот Удивительные человек. слова. Не видал плохого человека. Скажите, а сейчас какие у вас какие планы творческие? Что-то вы О, ну, знаете, где очень... вы видите чтобы применить себя? Потому что мы же всегда все равно строим планы какие-то, что-то хотим реализовать, какие-то мысли у нас есть вот именно. Я скажу, вот двухлинейные желания, скажем так. Если сказать в большом кино, если Богу будет угодно, какой-нибудь роль появится. Я сам это не могу искать, допустим, да? Продвинуть самого себя сегодня и так далее. Не смогу. Пусть это будет так, как воля Божья. Я не откажусь, если будет такое что-нибудь. А вот в духовном кино, где вот документальное кино, у меня собрано в течение 30 лет еще больше разные видео, чудеса, старцами со святыми разговоры, встречи, великие чудеса. Этих я хотел бы для молодежи. Для них 5-минутные передачи делать, чтобы им не надоедает много слушать, не могут. А вот для тех, которые могут, для них можно там 10-минутные или 20-минутные или полчасовые разговоры с этими рядами видео, чудесами, да, с интереснейшими фактами, да. Потому что у меня есть некий опыт в Грузии. У нас было собственное телевидение 7 лет протяжения. И 3 рубрику имел. И показывали грузинам такие вещи, что молодые сначала думали, что неужели это возможно, что существует такое. А потом поняли. И сейчас они пишут из разных стран, что Давид, прости нас, мы сначала не понимали, сейчас этим только и живем. Оказывается, вот это все правда, это все истина. Это православие, эти чудеса, что ты рассказывал и так далее. Поэтому я подумал, что как раньше, в 98-е годы, по благословению святейшего патриарха Алексия, мы имели рубрику с 3 великими священниками Дмитрия Смирнова, Олега Синяева, Артемия Владимирова. В конце мои сюжеты о чудесах, да? Это будет 26 минут программа. Но сейчас, пока священники войдут со мной грешным вместе в контакт, чтобы мы вместе что-то делали,
до того можно о чудесах делать вот маленькие такие рубрики. Если кто-то заинтересуется, да. Я 3 года оставил жену, детей, временно. Живу в России, хожу встречи, устраиваю, об Гаврииле преподобном говорю. Очень полюбили русские преподобного Гавриила. Да. Храмы строят, везде его иконы находятся, в чудесах рассказывают о себе. Поэтому я тоже вот с удовольствием хожу на этих встречах. Но вот чтобы телевизионный проект какой-нибудь состоялся, как у меня было это на Останкино целый год. Это там было просто, даже патриарх вознаградил орденом Данила Московского тогда. Для тех, кто от Бога, был такой цикл, чтобы не бросать свиньям, это бисер. Заглавие было такое. Не хочешь смотреть? Не смотри. Это для тех, кто от Бога. Потом кто-то подумает, а что я что, не от Бога, что ли? Давай посмотри, что там творится. Это так? Интересно. А вдруг кто-то дойдет до него? Чем мы хвастаемся? Да? Господь призвал нас тоже через какого-нибудь человека, через какую-нибудь проповедь, через какую-нибудь аварию, через какую-нибудь молитву, допустим. И этого сегодняшнего неверующего человека Господь тоже через какое-то событие приведет к Господу. Чем мы возгордимся на какого-либо другого человека? Неужели мы лучше на кого-либо одного человека на земле? Нет. Потому что у него сердце 100 раз лучше, чем у меня. Я виден вот так. А его видит отдельно Господь. Его золотое сердце видит, его смирение видит. Я здесь актер, допустим. А он настоящий. Если взять, так сказать, жизнь преподобного Гавриила, и у меня даже в храме есть его икона. Да? Да. У нас, так сказать, он очень почитаем. И, наверное, то, что не хватает сейчас нам, вот это именно проповедь любви. Потому что все-таки век наш такой получился, мы видим с вами и вражду, ну вот, и даже на нашей земле идет, так сказать, сейчас боевые действия. Да, они были, к сожалению, в Грузии. Вот, и мы видим, что вот это разделение между народами, между людьми, между семьями, вот это все-таки, да, и вспоминается апокалипсис Иоанна Богослова, да, что признаком конца времен будет, собственно, даже не болезни, не войны, а скудение любви. Станет мало в людях любви. И тогда действительно, когда мало любви, тогда, собственно, и теряется смысл жизни. А зачем тогда жить? Да? Если любви нет, если она иссякла, если она направлена только на себя. Да? Только себя могу любить, больше никого не люблю. Поэтому действительно проповедь любви, преподобный Гавриил, она удивительно сейчас нужна. Мы, скажем так, мы, наверное, такие жаждущие люди, которые уже устали от проповеди, от вот, пропаганды эгоизма, там, что нужно самому, нужно сам, нужно все для себя, нужно стать успешным, обеспеченным, богатым, и ты будешь тогда счастлив. Ну, вот. А подлинное счастье, оно как раз в совершенно другом. Оно там, где есть любовь. Да. Поэтому здесь, вот, наверное, такое подлинное счастье отец Гавриил показал. И хорошо, что этому есть много свидетелей, в том числе и вы. Потому что, как Христос говорит ученикам своим, говорит, когда Он их отпускает на пользу, говорит, вы говорит, свидетели всему. То, что мы знаем, мы не храним тоже в себе. Да? И, наверное, это тоже одна из причин для творчества. Да? Не храни в себе. А то, что тебе дано, богатство, поделиться с другим, чтобы они тоже были причастны этому, чтобы что-то заронить такое глубокое, подлинное, настоящее. Поэтому спасибо вам огромное, конечно. И интересная ваша жизнь такая, видите, она непростая. Она сразу вы столкнулись и с трагедией, и в то же время с чудом Божиим, столкнулись с истинной духовной жизнью подлинной, да, которая оказалась вначале казалась очень какой-то чудной. Да, а потом оказалось, что действительно часто за чудным, за необычным скрывается именно то, что настоящее, но не хочет себя возвеличивать. То, что смирение
да, оно всегда идет прежде всякой добродетели. Добродетель без смирения не бывает. Поэтому вот такого смиренного, любящего старца вы нашли. И, наверное, вот ваша жизнь во многом действительно, как вы сказали, вы обязаны, так сказать, вот много тому, что случилось ему. Но, наверное, не только сами, но, наверное, его молитва тоже с вами Конечно. есть. А скажите, ну а вам лично какие-то он слова говорил, которые мы можем сейчас здесь озвучить или нет? Вот и всегда интересно, знаете, когда приходит к старцу и что спрашивают у него, и вот слова, которые он говорит, они иногда касаются не только вас. Ну, конечно, если это можно. Вот, Не остались озвучить. такие слова, допустим. Во-первых, когда заходил, всегда он говорил покаяние, то есть монаниеба на грузинском. Ага. То есть знаем, что в этом фильме играл, да? Да. Да. Этим смирял меня как-то. Да, Но да, с да. любовью так говорил. Всегда. Мгм. Это слово осталось все время покаяние. Потом пришел камень, встретил железо. То есть я сейчас камень тоже. Камень. Надо понимать, в каком смысле. Потому что один раз мне сказал, ты всю надежду на молитву не возлагай. Дал повод думать. День и ночь молился тогда. Не хватит эта молитва тебе только, если ты что-то еще не делаешь, да? Плюс, наверное, я так подумал, какие-то еще добрые дела, Да, еще да, да. смирение, еще что-то, допустим. Да. Потом, один раз мне говорит, какой ты добрый. Ну, запомнили, естественно. Да. И все время плачу иногда, что, Господи, делай меня добрым, потому что, наверное, я не добрый, потому так сказал. Да. Потом, 6 часов говорит с нами, с моим братом, Вахтангом, младшим братом. Ничего не помним, вот именно из той встречи, кроме одного слова. Он помнит только одно слово, что ему говорил иногда. Вот так, говорит о других проблемах, вдруг остановится, Вахтангу скажет, симткицит, то есть крепостью. Говорит со мной, вдруг сибрдзнит, то есть мудростью. Вот эти слова, как будто молотком головы. И Вахтанг мне говорит, Давид, когда я на грани чего-то, да, не могу ничего делать уже в жизни, приходит это слово симткицит, то есть, как я сказал, Крепость. с крепостью. Все проблемы вокруг исчезают. Стану и так крепко над каком-то почве, что отстаивать чего-то, да, и все. Вот эти слова запомнили. Но есть такие, вот как вы сказали, правда, это действительно вот иногда нужно, так сказать, это слово, чтобы вот смятение в душе какое-то, вот смущение, не знаешь, как поступить, ведь мы решения сложно принимаем тоже. А здесь вот одно слово, и видите, как оно вовремя сказанное, оно остается вот в И еще духовной жизни. очень, простите, очень главное, что запомнил, он абсолютно мирским людям возбранял уму-разуму учить священников, тем более их осуждать или чего-нибудь. Потом я сказал, а если я был бы священником, тогда 100 000 умножить на 100 имел бы право, то есть. А святазгзис, азгзис, на грузинском сказал. Да. Потому что приносили иногда написанные трактаты о каком-либо человеке, или священнике, или мирскому. От души там писали какие-то люди, да, приносили Гаврилу. Он посмотрел, так, почему? Там же правда все. А где любовь? А где любовь? Вот что он искал. Какая там правда? Ты чем превозносишься, там пишешь человека, там, это дело, так дело, так дело. Да, вся Грузия должен об этом узнавать. Да, так получается. Очерняешь его. Не даешь даже из тупика, что вышел. В чем ты ему помогаешь? С этой правдой? А где любовь?
Где этот, то есть результат, какой ты получишь, да, вот это было. Мы уже поняли тогда уже молодые люди, здесь уже по-другому надо жить. Дело не только в правде, правду надо говорить тот, который этого еще и заслужил. Как Иоанн Кронштадтский говорит насчет правды, очень хорошие слова, кто может иметь право говорить правду. Сейчас я не помню хорошо, но это можно поискать. По-моему, в этой книге есть, может быть, «Моя жизнь во Христе», да. Так очень, что, очень хорошие по этому поводу слова у апостола Павла есть, что если, говорит, ты своего брата хочешь обличить, то делай это духом кротости. Да. Мы не в гневе, не в осуждении, а в кротости. А в кротости, значит, в любви. а не перед миллионом людей. Да, в кротости. Значит, да, вот поэтому здесь это действительно удивительное сочетание вот мудрости духовной, в то же время любви, с которой именно вот можно человека не обличить, а исцелить. Потому что цель врача — это вылечить больного, а не наказать его. Я всегда так говорю, что если врач пришел тебя ругать и начнет тебя там, ты такой, ты сякой, там, ты сам виноват, что ты заболел, тебе надо, чтобы еще хуже стало. И от такого врача убежишь. А врач, который пожалеет, скажет, вот, ну, ты, так сказать, не чуди, мы тебя на ноги поставим, делай так и выздоровеешь. Вот такой врач нужен нам именно. Вот в этом смысле духовное врачество действительно требует и мудрости, и терпения, смирения, кротости. Но вот такие качества действительно удивительные были в отце Гаврииле. Ну что же, спасибо огромное вам за беседу. Но самое важное все-таки, я считаю, это именно живое свидетельство, потому что вы знаете, вот, ну, по книгам, по рассказам мы, конечно, можем судить, но когда живая жизнь нас сталкивает, много остается за словами. То есть словами не все скажешь, да, потому что встреча — это всегда больше, чем слова. Конечно. Встреча — это всегда это глаза, это взгляд, это движение, это какие-то жесты, это интонации. Это то, что осталось, ну, то, что мы не сможем передать, наверное, но все-таки хотя бы в слове почувствовать действительно, что любовь исцеляет, любовь дает силы, она дает мудрость, она помогает человеку выбрать путь жизни. Поэтому здесь как раз, наверное, сокровище любви, которое есть в церкви, которое дает вера. Наверное, это тоже одно из самых высоких и, наверное, радостных благовестий Евангелия. Евангелие — благая весть. О чем она? О том, что есть любовь, что Бог есть любовь, и что Он любит нас. Ну вот. И здесь это действительно вот явилось в таком святом, с которым вам повезло, так сказать, наверное, Бог судил вам пообщаться, ну вот, о котором, да, и молитв, которого мы просим тоже и о нас с вами, и о всех наших зрителях, ну вот, чтобы им Господь помогал молитвами преподобного Гавриила. Аминь. Аминь. Спасибо, Господь. Благодарю очень. Спасибо большое.